Ассаламу алейкум, дорогие друзья. В прошлый раз мы говорили, с какими проблемами, с какими расходами сталкивается семья родственников заключенных. Эта тема очень сильно заинтересовала наших зрителей. Было очень много обращений в социальных сетях с просьбой продолжить видео на эту тему. И мы сегодня решили продолжить. Сегодняшняя наша тема – с какими проблемами сталкивается человек с судимостью. Основная проблема для человека с судимостью и для его родственников – это, конечно, трудоустройство. Ведь по законам Российской Федерации он имеет определенные ограничения. Например, он не может занимать должности на государственной гражданской службе. Человек с судимостью имеет ограничения. Давайте я попробую зачитать их для вас, чтобы быть точным. Граждане с судимостью, даже с погашенной, не могут быть допущены в работу в следующих областях. Например, медицинское обеспечение, служба авиационной безопасности, работа с несовершеннолетними, организация оздоровления и отдыха, педагогическая деятельность, Следственный комитет, органы внутренних дел, таможенные органы, должность судебного пристава. Очень важно дополнить этот список и следующим пунктом, как ограничение на получение лицензии на огнестрельное оружие. Дело в том, что эта лицензия предусматривает работу в частном охранном предприятии. То есть человек даже не может работать простым охранником. Дополнить этот список могут и другие виды работы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Немаловажно здесь упомянуть, что эти же ограничения практически переходят и на родственников человека с судимостью, и он тоже не имеет возможности строить свою карьеру, развиваться как личность, быть полезным, скажем так, на высокой должности своему обществу, народу, государству. То есть, друзья, прежде чем идти на преступление, еще раз призываю вас задуматься о вашем будущем, задуматься о будущем ваших родственников, близких вам людей. Берегите себя, берегите близких, успехов вам, удачи. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.